Здравствуйте. Эфир телеканала «Салям» продолжают новости Ишимбая. В студии Дина Мурзина. Коротко о главных темах этой недели. Дороги Ишимбайского района встречают автомобилистов после ямочного ремонта. Ишимбайцы повторно обсудили проект реконструкции площади первооткрывателей башкирской нефти. Зрелище, драйв и романтика в окрестностях Ишимбая прошел 10-й юбилейный Байк-Курултай-2021. В Башкортостане детям войны выдают специальное удостоверение. Такой особый статус установлен для граждан, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года с постоянной пропиской. К данной категории относятся те жители республики, которым на момент начала войны не исполнилось 14 лет. В Башкортостане в настоящее время проживает более 180 тысяч детей войны, в Ишимбайском районе их более 4 тысяч. Никаких заявлений и личных обращений от жителей для получения удостоверения «Дети войны» не требуется. Списки сформированы Республиканским центром социальной поддержки населения на основании имеющихся о жителях данных и направлены в администрации районов и городов республики. Завершить выдачу удостоверений планируется до конца июня этого года. В муниципальном районе Ишимбайский район удостоверения выдаются по адресу город Ишимбай, улица Стахановская, дом 67, кабинет номер 13. Согласно закону, дети войны имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, внеочередное оформление путевки для устройства в стационарные социальные учреждения Республики Башкортостан. В Ишимбае прошло второе обсуждение проекта реконструкции площади первооткрывателей башкирской нефти. Напомним, во время первой встречи представители общественности, депутаты, активисты организаций и предприятий высказали свои мнения для формирования технического задания площади будущего. Определили проблемы этой территории, внесли в проект свои предложения и замечания. На данном этапе жителям предстояло познакомиться с уже готовым макетом предполагаемого объекта. Далее продолжение темы. Мы предлагаем эту сторону проспекта сделать в мощении. То есть это перестает быть проезжая часть, но пусть вас это не пугает, мы оставляем возможность проезда. Еще во время первого обсуждения его участники отметили недостатки. К примеру, плохой пешеходный подход к скверу, который граничит с площадью, и другие. Архитекторы из Уфы предложили свое видение этого объекта. На готовом макете сооружение, запланированное здесь в ходе реконструкции. Выделили 3 зоны. Саму площадь, сквер рядом с ней и аллею, ведущую к Дворцу спорта. Есть вопросы, в частности, например, я для себя сейчас там выписала, что они несколько усложняют автомобилистам путь. Можно иначе выделять зоны, чтобы у автомобилистов было понимание, что они въезжают в пешеходную зону. Но и вопрос для меня, допустим, самый болезненный, что они собираются убирать, предлагают убрать правую сторону к Дворцу спорта. Все-таки она там востребованная, там находится то же самое общество инвалидов, и там у нас находится поликлиника гемотеста, куда нужен подъезд впритык к крыльцу. Вот. А в целом их предложение мне очень нравится. Как за нашим столом обсуждали, надо поднять проект, архив поднять, посмотреть и небольшие изменения, наверное, внести. Не так кардинально. Я думаю, от того, что там нарисованы новые дорожки и там фонтан стал пятиугольным, чего-то там глобального не изменится. Согласен с тем, что надо вот так собираться и обсуждать то, что собирают делать на территории города. Учитывая пожелания ишимбайцев, проектировщики запланировали здесь событийную зону, где будут проходить массовые мероприятия. Предусмотрены также детские площадки, прогулочная, спортивная и молодежная зоны, зоны тихого отдыха, безалкогольное кафе. И, конечно, одно из главных пожеланий жителей города – сохранить зеленые насаждения. Реализовать проект предполагается к юбилею башкирской нефти, который наша республика отметит в 2022 году. Ольга Валитова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. В Ишимбайском районе завершили плановый ямочный ремонт дорог по программе «Дорожный эксперт». Работники МУП АБЗ трудились в выходные и праздничные дни, используя подходящие погодные условия. Ямочный ремонт укладывается горячим асфальтом из мелкозернистой смеси, который прогревается до 170 градусов. В настоящее время производится уплотнение виброплитой. Мы не стоим на месте, потому что
Сейчас у нас погода позволяет, работаем допоздна, начинаем рано утром до 8 вечера, выходим и в выходные дни. Руководство относится к нам с пониманием, создает все условия для работы. Работы проведены в населенных пунктах Петровского, Урман-Бишкадакского, Макаровского и других сельских советов района. В общей сложности заложили горячим асфальтом ямы на участке дорожного полотна протяженностью более 3600 квадратных метров. Мы работаем по контракту, то есть контракт заключен между сельсоветами и нами. Работы ведутся планово. Также работники предприятия начали подготовительные работы к ремонту дорог в жилом районе Нефтяник, ремонтируют дорожное полотно в селе Петровское. Готовится основание под сплошное асфальтобетонное покрытие в селе Янурусово и производят отсыпку дороги в Нижнеарметово. Всего в ремонтных работах задействовано 11 единиц техники АБЗ. Нагрудники, ковры, полотенца и другие атрибуты национальной башкирской культуры. Все это могли увидеть и потрогать ребята из школьного лагеря гимназии номер 1. Праздник «Родники народных талантов» посвятили народным промыслам башкир. Встречу с мастерами народных промыслов подготовили совместно Башкирская библиотека и Центр национальных культур. Наш следующий сюжет продолжит тему. В разных уголках Башкортостана можно встретить уникальные изделия. Вы посмотрите, ребятки, сколько у нас перед вами образцов уникальных изделий, которые сделали сами мастера, народные умельцы. На мероприятии ребята, например, узнали, что в традиционном женском нагруднике заложена глубокая философия башкирской мифологии. Верхняя часть нагрудника вышивалась натуральными кораллами, а в центре размещался камень-оберег от злых духов. Раньше были натуральные кораллы, делали в старину. Наши прабабушки делали из коралла, натуральный коралл. А сейчас это просто бусы. Тоже делают. Это тоже было серебро, деньги, монеты были. Что касается башкирских ковров и полотенец, они украшались геометрическими узорами. Уникальные изделия народного промысла, изготовленные умельцами, предоставили Центр национальных культур и метод-кабинет Башкирской библиотеки. Познакомили школьников и с изготовлением деревянной посуды. Дети смогли потрогать готовые изделия, понаблюдать за этим увлекательным процессом, прикоснуться к вековым традициям декоративно-прикладного искусства. Я старший урядник станицы Успенской, Крестиченко Евгений Анатольевич. Я занимаюсь резьбой по дереву около 2 лет и делаю это для того, чтобы продолжать помнить традиции своих предков, а также преподаю небольшие мастер-классы, чтобы дети учились этому, тоже помнили это все. Праздник народных промыслов сопровождался выступлениями представителей Оренбургско-казачьего войска Ишимбая Салавата Стерлитамака и коллективов Ишимбайского центра национальных культур. Ольга Валитова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. В окрестностях Ишимбая состоялся 10-й юбилейный всероссийский мотофестиваль «Байк-Курултай-2021». Это грандиозное мероприятие, на которое съезжаются байкеры со всей страны. Ишимбайская земля встречает уже во 2-й раз. Организаторы «Байк-Курултая» – Стерлитамакский мотоклуб «Стальные призраки» МСС. Ольга Валитова окунулась в атмосферу праздника. Единственный раз ежегодный мотофестиваль в прошлом году пришлось приостановить в связи с пандемией коронавируса. Но к большой радости мотоциклистов «Байк-Курултай» вновь встречает своих поклонников. Гости едут на это мероприятие со всех концов нашей необъятной страны. А уж те, кто поближе, здесь завсегдатаи. Наш клуб бывает на всех мероприятиях, подобных этому. То есть мы дружим с остальными призраками уже не 1 год. Имя нашего мотоклуба появилось не случайно. Это ИШ-49. Был первый мотоцикл, да. Отсюда и пошло название «Клуб 49». Ему уже 20 лет. Мы в позапрошлом году отметили свой день рождения, 20-й день рождения. Самый старый в городе Стерлитамаке клуб. Развиваемся, внутреннее развитие, общаемся с другими клубами. Гараж 8 у нас, наш клуб, образовался с обычного железного гаража, где мы чинили старые мотоциклы с нашей компанией. В районе, наверное, 2013-2014 года все это началось. И сейчас мы уже достаточно известный клуб. Дружим прекрасно и замечательно с «Стальными призраками», организаторами данного мероприятия. Я сам всегда любил эту тему, всегда нравилось. В районе 2014 года купил свой первый мотоцикл. Ну и все мое окружение, которые сейчас состоят
в нашем клубе «Гараж-8» тоже все с чего-то начинали. Вообще суть мероприятия, байкерских фестов, байкерских слетов – это, естественно, атмосфера, это, естественно, мотоциклы, это знакомые, это друзья, это общение, это музыка, это веселье, отдых душой и телом на природе. Байк Курултай с каждым годом набирает обороты, и это неудивительно, ведь его организаторы предлагают просто феерическую программу. Даже несмотря на непогоду, любители мото, драйва и романтики приехали на гостеприимную Ишимбайскую землю, чтобы принять участие в этом грандиозном событии с выступлением популярных российских групп, брутальными байкерскими конкурсами, вручением памятных подарков и множеством других незабываемых моментов. А самое главное, что притягивает сюда не только байкеров, но и всех примкнувших, это теплая атмосфера, возможность дружеского общения и невероятный заряд энергии, который готовы делиться те, кто любит мотоциклы и путешествия с ветерком. Хотим наверстать упущенное, то, что не получилось в пандемию в тот год. Поэтому предлагаем обширную программу, тем более 10-й юбилейный Курултай. Тут нельзя опускать планку. И сегодня в течение дня будут различные силовые конкурсы, игровые конкурсы. То есть у нас запущен фудкорт на полную катушку. У нас деревня мастеров с атрибутикой, с рок-атрибутикой и так далее. Ну и самые лучшие команды. Тут мастер «Черный обелиск» сегодня. Вчера выступали Бах и Компот. Вадим Степанцов уже не первый раз к нам приезжает. Ему очень нравится. Ну и нам тоже. Впереди у «Стальных призраков» множество планов, в том числе традиционные благотворительные поездки в детские дома и центры для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Валитова, Артем Наговицын для информационной программы. Ишимбайский психоневрологический интернат принял участников Республиканского культурно-спортивного фестиваля «Веселые старты. Старты надежд». В нем приняли участие получатели социальных услуг, посвятили спортивное мероприятие Году здоровья и активного долголетия. На мероприятии собрались представители 7 учреждений Южной зоны республики. Кроме ишимбайцев, это подопечные психоневрологических интернатов Кумертау, Салавата, Стерлитамака, Юмагузина, Учелов и Баймакского района. Такие фестивали, по словам организаторов, способствуют адаптации и социализации получателей услуг данной категории. Это важно для чего? Для того, чтобы наши ребята побольше общались, выходили из своих интернатов, встречались с другими интернатами, видели, то есть социализировались, как раз адаптировались к обществу. Все это для этого направляется, чтобы они не засиживались у себя в своих интернатах, а выходили из них, общались. Фестивали среди подопечных ПНИ в Башкортостане стали доброй традицией. Проводятся они не только на зональном, но и на республиканском уровне. Кроме того, получатели социальных услуг участвуют в турслетах, посещают памятники природы, исторические места нашей республики. И на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания.